Энергосистема республики включает в себя 35 подстанций. Такую цифру собравшимся в зале депутатам Народного собрания привел директор филиала Россети Северный Кавказ Ингушэнерго Адам Цычоев. До 2021 года проблемы жителей республики, возникающие в электроснабжении, должны уменьшиться многократно. С этой целью в регионе реализуются различные программы. После сдачи в эксплуатацию второй очереди основного питающего центра подстанции Плиево-Новая удастся решить ряд проблем сельчан и не только. Россети приняли такое решение. Мы начали в прошлом году строить станцию Плиево-Новая. В прошлом году в сентябре месяце мы уже сдали часть этой подстанции. АРУ-110 – это высокая линия, которая транзитная линия. В этом году закончим 35, это на понижение с 110 идет на 35, потом переводим на десятку. И в этом году планируем уже Плиево село полностью охватить напряжением классом 10 тысяч вольт. Это класс выше, чем сегодня существует у нас в этих сельских поселениях. Там сегодня 6 тысяч. Вы знаете, это другой класс напряжения. Помимо прочего, в этом году запланирована ремонтная программа в объеме 54,4 миллиона рублей и программа снижения потерь. В прошлом году выявлено хищение электроэнергии на 500 миллионов рублей. Специальная экспертиза выявила внешнее воздействие на счетчики и установила факт их вскрытия. Много финансовых средств приходится тратить и на организацию уличного освещения. И в этом направлении реализуется программа. Организация уличного освещения – это согласно статьи 14 закона номер 131 федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Это основная обязанность органов местной власти, органов местного самоуправления. Создание и организация уличного освещения. И сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой не во всех муниципалитетах. Есть ряд муниципалитетов, которые сегодня заявляют о том, что мы не будем платить за уличное освещение. Вот сегодня очень много муниципальных образований, которые отказываются, просто безмотивно отказываются заключать с нами договора. Только в год на уличное освещение тратят 116 миллионов рублей. Многие муниципалитеты просто не в силах платить эти средства. Для решения проблемы достаточно поменять лампы освещения на энергосберегающие мощностью 50 или 100 ватт. Таким образом, можно вдвое сократить затраты. Малгобек тоже хорошая практика. Они 100-ваттные лампы, там 80 ватт, 100 ватт, вы знаете, да, центральная улица Малгобек, вы были там. Нормально же освещение, светло, хорошо. Светло. Да. Не хуже, чем эти старые лампы освещения уличного. И несколько раз дешевле. Это светодиодные, это другая, это совсем другие лампы. Это и экономия, и тоже качество света. Депутаты Народного собрания внимательно выслушали докладчика, более подробно ознакомились с текущими проблемами энергетиков и обсудили пути их решения. Одним заседанием, одним разговором эти проблемы не решить, но мы будем поэтапно к этому возвращаться, напоминать, подталкивать. И я думаю, все-таки в этой сфере жизнь наших граждан улучшится, потому что мы знаем, это одна из главных сфер в жизни современного человека. Вот выключи сегодня свет на час, жизнь останавливается. Мы знаем, насколько это для всех нас важно. В этом году планируем уже реализовать инвестпрограмму. Компания Россети планирует реализовать инвестиционную программу. Она долгосрочная, она рассчитана на 5 лет. В этой программе предусмотрена полная модернизация всех сетей Республики Ингушетия, независимо от форм собственности, там государственная, частная, там компания. Расширенное заседание комитетов Народного собрания – это только ознакомительная встреча. Депутаты также планируют встретиться здесь в зале еще раз для дальнейшего обсуждения и решения проблем энергоснабжения республики. Рина Цычоева, Майрбек Миржоев. Новости 24.